Уважаемые коллеги, дорогие друзья, всех вас сердечно поздравляю с замечательным юбилеем нашего парка. Как вы знаете, в 2012 году природный парк Ленинские столбы включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но чтобы получить этот статус, шла целых 9 лет, очень долгая, длинная, кропотливая работа. Это была работа каждодневная, потому что велась большая переписка и с российскими органами, с якутскими, российскими учеными, учеными других зарубежных стран, с секретариатом ЮНЕСКО, Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и, конечно, Международным союзом охраны природы, который дает окончательную рекомендацию. Я сегодня благодарна руководству нашей республики, которые всегда поддерживали этот проект, дали всегда добро продолжать работу целых 9 лет и, наконец-то, получить окончательный результат. Это наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, президент республики Вячеслав Анатольевич Штуров, Егор Афанасьевич Борисов, глава республики Айсен Сергеевич Николаев. И отдельная благодарность Евгении Исаевне Михайловой, которая курировала этот проект. Также мы работали очень тесно с Министерством охраны природы, всегда сообща продумывали, обсуждали, какую тактику принять уже на российском уровне, на международном уровне, какие мероприятия провести, какие экспедиции, конференции, как вести работу с международными экспертами, которые сюда в Якутию приезжали, потому что этого требует положение Центра всемирного наследия. Поэтому Любовь Даниловна Киприянова, директор парка Ленинские столбы, каждое лето проводила научные экспедиции с участием международных экспертов из разных стран мира. Сегодня я благодарна директору Института палеонтологии Российской академии наук Алексею Юрьевичу Розанову, который нас поддержал с первых дней появления проекта. И он разрешил, пользоваться всеми научными отчетами, научными результатами, научной работой многих поколений ученых Института палеонтологии, потому что Институт палеонтологии и Институт географии Российской академии наук, они проводили научные экспедиции еще 1938 года прошлого столетия. И, конечно, в наш пакет документов вошли результаты их научных трудов и, конечно, ни одного поколения ученых. И наши верные друзья, ученые из Москвы, Андрей Журавлев, Павел Бархаев, Елена Трофимова, Алексей Бутурин, они в основном написали пакет документов. И нам, конечно, было сложно работать с международными экспертами. Их надо было найти, их надо было убедить, им надо было доказать, привести сюда. При этом не простые ученые, а ученые с мировым именем. И нам, конечно, очень повезло. Многие ученые согласились, приезжали, ходили по экспедициям, все воочию посмотрели, изучали. И, конечно, они дали много положительных отзывов. И последний раз, когда окончательная уже экспедиция была, когда приезжали эксперты ЮНЕСКО, это Радна Саранга из Монголии
и Кюн Вокси из Южной Кореи. Они написали вот окончательную, значит, рецензию, очень положительную, хорошую. Вот поэтому в 2012 году мы сумели при голосовании сессии Комитета всемирного наследия положительную оценку. Также нас очень хорошо поддержал Григорий Эдуардович Орджоникидзе, ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО Российской Федерации, наши послы, постоянные представители Российской Федерации при ЮНЕСКО Владимир Авдашевич Коломанов, Элеонора Валентиновна Митрофанова. Им огромное спасибо. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с замечательным праздником. Желаю всем добра, здоровья, благополучия. И, конечно, сегодня мы хорошо и тесно работаем с Министерством охраны природы, природопользования и лесного хозяйства. Я очень благодарна Сахамину Милановичу, который всегда поддерживает все проекты ЮНЕСКО, потому что мы сегодня начали и другие проекты, не только природный парк Ленские столбы, это создание национального парка Каталык, геологического парка ЮНЕСКО Кембрий, а также создание несколько заповедных территорий ЮНЕСКО. Всем добра, желаю счастья!